Это был осознанный и добровольный выбор наших предков, когда они, следуя своей мудрости, вошли в состав России и навсегда определили путь своего народа, положив начало новой эре в истории Ингушетии. 17 марта 1770 года вблизи селения Ангуш на обширной поляне Бартбосе ингушскими старейшинами был подписан договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России. До подписания судьбоносного договора происходили важные события. Ингуши в своем желании войти в состав России были уверены и понимали, что это необходимо для дальнейшего развития. Незадолго до этого наши старшины в количестве 24 человек обратились к Кизлярскому коменданту с просьбой принять их в подданство. Это обращение было, значит, сформулировано таким образом, чтобы не просто от себя, чтобы они его там на месте заключили, а это пожелание было сформулировано таким образом, чтобы именно представительная делегация от русской администрации, от Кавказской линии, чтобы они прибыли на определенное место, чтобы они назначили дату этого подписания, чтобы они приехали именно в Ингушетию и в присутствии большого количества людей, чтобы состоялся этот акт подписания договора. Их, конечно же, было и впоследствии очень много в последующем, но именно вот и касательно этого события, надо сказать, что он подписывался всенародно. Профессор кафедры истории Ингушского государственного университета Эльза Мужихоева отмечает, что наш народ всегда был мудрым. Во главе делегации стоял ее предок Гайли Чапанов. Ингуши принимали все решения взвешенно и обдуманно. Во-первых, важно было сохранить национальную идентичность, культуру, язык, обычаи и традиции. Можно, знаете, всякое говорить. Можно говорить, что, ну как, было ли это выгодно или невыгодно. Ну, во-первых, что было бы, если? Во-первых, одна такая вот вещь, что история не знает сослагательного наклонения. Что было бы, если бы? Но я думаю, что наши предки были достаточно и сильны, и достаточно все-таки были мудрыми, чтобы вот пойти на тот период, именно вот конкретный, мы говорим о конкретном историческом периоде, пойти на этот шаг. Им это было выгодно, нам выгодно. С тех пор в жизни ингушского народа началась новая полоса развития в образовании и науке. Они получали хорошее светское образование, причем получали и высшее образование. Это те люди, которые стояли у истоков, как бы, можно сказать, новой цивилизации, новой кавказской цивилизации. Получив образование и хорошо владея русским языком, эти люди, они вкладывали свой определенный вклад и в развитие образования, науки, политики. Они были первыми, кто были задействованы в разных сферах управления. Это было очень важно для нас, поскольку эта политика, она велась к тому, что уже очень скоро, уже во второй половине XIX века, мы видим, уже создаются определенные административные единицы в составе Терской области, Северокавказского края. С 1770 года ингуши ни разу не изменили данной своей присяги. Наши земляки принимали участие во всех крупных войнах Российской империи, Советского Союза и ее преемницы России. История хранит примеры достойного участия наших земляков в судьбе государства. Ингушские воины стояли на страже границ Родины всегда, и тогда, и сейчас. Отношения России и Ингушетии только крепли. Много лет минуло с тех пор, как наши старшие мечтали жить в своей республике, строить и развивать ингушскую государственность, культуру, науку и образование. Полученное в начале 90-х годов прошлого века ценой невероятных усилий, самостоятельность ингушей казалась тогда очень хрупкой и призрачной. Молодая республика сразу же столкнулась с общими для всей страны проблемами экономического развала. Маленькая Ингушетия выстояла и сохранила свой статус самостоятельного субъекта Российской Федерации. Рида Цичоева, МАГАЗ-24.